17 февраля 2014 года. Улица Институтская. Обратите внимание на Хонду с номерным знаком АА4774СО. Именно в этом автомобиле обнаружится винтовка с глушителем и оптическим прицелом, но об этом чуть позже. Сейчас мы видим парня в белой каске. Он постоянно находится в непосредственной близости к уже знакомой нам Хонде. Ему как будто нет дела до происходящего на улице. Запомните левую руку с молнией на рукаве у парня в белой каске. Это же молния на рукаве у водителя Хонды. Та же куртка, что и у парня в белой каске. А вот и белая каска на переднем сидении. Водитель автомобиля Honda с номерным знаком АА4774СО вскоре подвергнется проверке не только документов, но и багажника, в котором протестующие найдут винтовку с глушителем и оптическим прицелом. Это действительно та же Honda с тем же государственным номером. Убеждаемся еще раз. Автомобиль останавливают протестующие. В багажнике обнаруживается снайперская винтовка. Но что мы видим? Винтовку прячет от посторонних глаз народный избранник и по совместительству один из лидеров оппозиции Сергей Пашинский. Согласитесь, его внезапное появление возле автомобиля, который перевозит оружие, выглядит немного странным. Обратите внимание на еще одного человека в темной куртке с желтой повязкой на шее. Он стоит справа от Хонды, внимательно наблюдая за происходящим. Человек с желтой повязкой на шее общается с Пашинским, который дает ему какие-то указания. Потом он садится за руль Хонды. Винтовка с глушителем и оптическим прицелом остается в багажнике автомобиля. Далее человек в медицинской повязке выходит к протестующим, чтобы забрать у них документы. Он явно желает скрыть свою внешность, так как никакой угрозы дыханию на улице и тем более в автомобиле нет. Почему же автомобиль, в багажнике которого остается снайперская винтовка, покидает место события в сопровождении парня в маске? Сергею Пашинскому, как и людям, причастным к этой истории, вероятно, есть что скрывать. Однако сегодня имена героев данного эпизода революции становятся известными. После просмотра этого небольшого видеорасследования они должны поспешить рассказать всю правду народу Украины. Человека с желтой повязкой на шее зовут Юрий Саболта. Он работник Министерства внутренних дел, особо приближенный к министру МВД Украины Арсену Авакову. В День внутренних войск МВД Арсен Борисович торжественно вручил Юрию Саболте наградное оружие – пистолет Форд 1705. Это случилось через 30 дней после того, как сам Аваков занял пост министра. Интересно, за какие заслуги Юрий Саболта получил наградное оружие? Какова дальнейшая судьба снайперской винтовки, неизвестно. Неизвестным также остается количество другого оружия, незаметно провозившегося на Майдан. Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства Небесной Сотни. Понимаем, почему люди, пришедшие к власти, не смогли расследовать это чудовищное для страны преступление. Не смогли расследовать эпизод с вывозом оружия. Это случилось потому, что все находящиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и Пашинскому. Они сделали все, чтобы эта история забылась, а те лица, которые были в авто, остались неизвестными.